Мы готовы поговорить о третьей теме с нашим третьим гостем, который у нас в студии. Через буквально несколько мгновений мы сможем представить его. Поговорить мы хотим о 32-й годовщине провозглашения Гагаузской республики. Говорить мы будем с Леонидом Добровым, который тогда стоял, ну скажем так, во главе всех протестов, которые происходили в Гагаузии, с мегафоном и призывал людей выходить на протесты, практически пробивали дорогу к созданию гагаузской автономии. Камарадский государственный университет благодаря этому существует. И человек, который, скажем так, был одним из лидеров движения Гагауз Халкы и выступал за сохранение и развитие гагаузского языка. Господин Добров, рад вас видеть в нашей студии. Здравствуйте, добрый вечер. Добро пожаловать. Мы с вами говорили уже на этой теме. Сегодня очередная, скажем так, годовщина, очередной повод поговорить об этом. Да, конечно. Господин Добров, 32 года, да, 19 августа 90-го года провозглашена Гагаузская республика, после чего стало возможным создание гагаузской автономии. Вы, насколько я понимаю, были среди тех людей, которые призывали, что необходимо договариваться с Кишиневым и находить путь совместного существования. Вот 32 года спустя гагаузская автономия существует 28 лет, если я не ошибаюсь, да. Вот с вашей точки зрения, были достигнуты те цели и вообще какие-то идеалы вполне возможно были у вас тогда, какие-то цели, какие-то видения. Удалось ли их достичь, господин Добров? Гагаузской автономии, и вам лично? Во-первых, я был прежде всего самым главным экстремистом, который призывал к провозглашению независимой Гагаузской республики. Это после того, когда мы провозгласили в 1989 году ГАССР составим СССР, и нам отказали в Кишиневе утверждение нашей автономии. Потом я начал призывать к провозглашению независимой, что и случилось 19 августа 1990 года. Потом осенью 1990 года по призыву тогдашнего премьер-министра Мирчи вдруг на нас наехали волонтеры, огромное количество волонтеров. Целую неделю гагаузы оборонялись. Ну, были разные случаи. К нам подъехали на помощь сначала из Приднестровья, а потом МВД СССР ввело свои войска под руководством генерала-лейтенанта Зайцева. Это было в октябре 1990 года. Когда уже волонтеры отошли, и наступил 1991 год, о гагаузах уже заговорили в Советском Союзе многие, и первые лица в том числе, и Горбачев, тогдашний генеральный секретарь ЦК КПСС. И когда наступил 1991 год, мы с Тавшамджи вдруг неожиданно оказались в оппозиции к руководству Гагаузской республики. В связи с чем? В связи с тем, что мы осознали, что в Советском Союзе, тогда еще существовал Советский Союз, нашу независимую Гагаузскую республику никто не утвердит ни в Москве, ни в Кишиневе. Поэтому мы с Тавшамджи предложили проект автономного территориального образования Гагаузии в составе Молдовы. Мигом мы стали предателями здесь, в Камарате и во всей Гагаузии, и фантазерами в Кишиневе. Но, идя наперекор судьбе, я именно тогда стал выпускать газету под названием «Гагаузия». Первый номер вышел 6 июня 1991 года. Предвосхищая название будущей автономии, да? Предвосхищая и, прежде всего, закладывая программирование подсознания людей, что такая форма автономии в составе Молдовы имеет право на существование. Прежде всего людей в Гагаузии. Да, прежде всего, да. И вот эта газета стала выходить, эту газету рвали в клочья
на очередных съездах депутатов всех уровней. Мне угрожали, Тавшимджи угрожали. Мне приходилось тогда, уже мэром города являясь, ходить с оружием, которое я получил официально. Чтобы защищать себя. Да, чтобы защищать себя. Никто не предполагал, что наступят времена, и именно наш проект, ну, в более расширенном виде, уже профессионалами, юристами обработанный, что именно этот проект с таким названием в 1994 году будет принят парламентом Молдовы. С тех пор минуло 28 лет. Чего мы хотели, чего мы добились и чего как бы, ну, упустили. Прежде всего мы упустили родной язык. Об этом уже говорят все. Если в те времена, 30 лет назад, в гагуйских населенных пунктах абсолютно все население, начиная от млада и старшего, они все владели и говорили на родном языке, то спустя 30 лет, Даже в Камрате, да? даже в Камрате, в Чадрунге и Волконештах, с детьми уже стесняются родители, молодые родители, говорить на родном языке. Это упущение колоссальное, но я не скажу, что это только наше упущение. Мы в 1995 году, когда уже утвердили нашу автономию, и был избран Башканом Табунщик, председателем Народного собрания Пашалле, как бы никто из наших руководителей Гагуйской республики не вошел во власть, поэтому мы фактически передали власть в руки других людей, которые до этого не боролись с нами, не были рядом с нами. Поэтому вся ответственность лежит на последующих властях, которых наш же народ гагуйский выбирал к власти, к управлению. Поэтому на них лежит вся ответственность. Могли бы мы это предположить 30 лет назад, что в этом ракурсе пойдет потеря родного языка? Нет, тогда мы не могли это предположить. Но То есть об этом никто не задумывался даже об этом или что? мы не задумаем, мы думали, что автоматически, если у нас появляется автономия, университет появляется, то автоматически родной язык будет расширяться. Мы так думали, ну, может, наивно думали, я не знаю. У нас не было опыта политического такого управления и работы ну, в таких областях, в таких сферах. Поэтому мы не могли предположить, что произойдет через 10, 20 или 30 лет. Реальность оказалась немножечко иная. То есть это упущение. Достижение. Все-таки гагузы хотим мы, то нравится нам башканы или депутаты Народного собрания, не нравится. Но автономия в составе Молдовы существует де-факто, в отличие от Приднестровья, который на 2 недели позже провозгласили ту же независимость и до сих пор удерживают эту независимость, не признанную никем, в том числе и Россией. То есть, если даже сравнивать гагаузскую автономию в составе Молдовы с Приднестровьем, никем не признанной, то мы в любом случае в лучшем находимся намного лучшем положении, чем даже непризнанное Приднестровье. Посмотрите, особенно сейчас с этими изменившимися ситуациями, как их со всех сторон прижали. И неизвестно, где они окажутся завтра-послезавтра. А худо-бедно мы, гагаузская автономия, нравится нам башканы, не нравится, или депутаты, нравится нам президент Молдовы, не нравится. Худо-бедно у нас процесс идет мирный. Даже если мы очень резко на каких-то митингах критикуем центральную власть или власть автономии. Господин Добров, вот вы гагаузский вопрос, гагаузский язык, гагаузская культура, это, безусловно, вопросы внутреннего развития Гагаузии. Ну да. Как вы относитесь, вот буквально в первой части передачи мы говорили с Уазом Антоем, который высказал такое мнение, что гагаузская автономия до сих пор не нащупала цель своего существования где-то. С другой стороны, мы видим, что гагаузская автономия больше озабочена, и власти, и политические лидеры, которые выходят на те же митинги, больше озабочены геополитикой, чем вопросом внутреннего развития. Вас это не смущает, вас это не огорчает, или как вы вообще к этому относитесь? Дело в том, что Гагаузия всегда
уделяла геополитике больше внимания, чем внутренним процессам. И в результате чего мы в конечном счете хоть что-то добились. Ну окей, добились, дальше что? Хоть что-то добились. А если слушать постоянное выступление УАЗа на Антое по отношению к Гагаузии и Приднестровья, то это получится, что их вообще надо уничтожать и как гагаузов, так и приднестровцев, так как они не нравятся одному УАЗу на Антое. УАЗ на Антое – это тот же экстремист, каким я числился 30 лет назад, но только современный экстремист. Я еще удивляюсь, как ему еще позволяет выступать на телевидении. Я еще удивляюсь его такими взглядами, экстремистскими. Цена свободы. В смысле, Я свободное понимаю, государство. я понимаю, но его высказывания, даже высказывания, просто высказывания, очень ущемляет достоинство гагаузов, ну и Приднестровья. И я просто удивляюсь, почему никто до сих пор на него не подал в суды. Просто удивляюсь. Ну, достоинство оно либо есть, либо нет. И как бы слова на то, если оно есть, вряд ли ущемлят достоинство. Знаете, как говорят. Сколько бы он ни говорил. Ну, я не адвокат Нантоя, конечно, но как бы, да, окей, вы сказали, да. Есть, вот с вашей точки зрения, Гагаузия нащупала, я вот этот вопрос хотел вам задать. Гагаузия, с вашей точки зрения, нащупала смысл существования или нет? Конечно. Конечно, гагаузский народ, гагаузская автономия давно нащупала, еще не была утверждена наша автономия, она уже прощупала. О них начали говорить, к нам начали приезжать, в том числе и президент Турции, и впоследствии и другие президенты. То есть нас начали ставить в один ряд с другими малочисленными народностями на тот период. И в результате, как бы, если исходить из того, что когда-то гагаузы имели огромное огузское государство, ну и другие исторические были мощные державы, и в конце концов их рассеяли времена, исторические времена их так рассеяли, что компактно они остались проживать именно на юге Бессарабии. Бессарабия, я имею в виду и южная часть Украины. Молдова и южная часть Украины. А больше как бы так компактно гагаузы, которые еще владеют своей культурой, своим языком относительно, ну, больше нигде их нет. Возьмите, пожалуйста, в Болгарии, гагаузов было много, они уже давно не владеют своим родным языком. В Румынии, Добруджи тоже не владеют родным языком, в Греции они не владеют. То есть фактически гагаузы, как этническая народность, они остались проживать именно в составе Бессарабии. Поэтому мы реально, действительно чего-то добились. Хорошо, господин Добров, вот если вы говорите, что Гагаузия нащупала свой путь, вы могли бы его, там, не знаю, выразить и характеризовать? Вот гагаузский путь, он в чем? Мы с Россией, мы с Путиным, там, я не знаю, мы любим Россию, но при этом не против того, чтобы Европейский Союз вкладывал сюда деньги. Вот в чем он выражается? Ну, как бы... Ну, давайте начнем с образования. Прежде всего, у нас до провозглашения нашей автономии, до провозглашения независимости, не было ни одного высшего учебного заведения. Впоследствии появился университет. Кадров на сегодняшний день было выпущено немало. И это достояние народа. Прежде всего. Ну, и уточните, пожалуйста, именно ваше направление мысли, какое вы хотели сейчас, чтобы я ответил. Нет, я имел в виду, какой путь, какой смысл существования гагаузской автономии? Да. Смотрите. Если вы сказали, что мы его нащупали, то в чем он? Мы в те времена, до распада Советского Союза, на митингах постоянно выступали за сохранение СССР. Нас критиковали, беспощадно критиковали Кишиневе, Народный фронт, ну и другие. Тем не менее, так исторически сложилось, что Советский Союз все-таки исчез. Мы остались чуть-чуть наивными в истории, что мы выступали за сохранение Советского Союза, так как Союз исчез. Теперь гагаузы выступают, в основном гагаузы, ну 98%, если верить результатам референдума 2014 года. В основном гагаузы выступают за пророссийский вектор. То есть возрождение Советского Союза, я правильно понимаю?
Не совсем возрождение Советского Союза. Лично я, например, выступаю за Евро-Русь-Ири, насколько вам известно. То Ну есть да, мы видели объединение эту идею. европейских и российских земель по принципу Евросоюза с кратким названием Евро-Русь-Ири и со столицей в городе Камрат. Конечно, это смешно. Это так же смешно, как было смешно и университет в Камрате в свое время, и как и Гагаузская независимая республика была. Точно так же смешно было же. Поэтому я с удовольствием смеюсь с теми, кто смеется с меня. То есть я как бы не поддерживаю воссоединение Гагаузии с Россией. Лично я. Поэтому я на последних митингах не выступаю, если вы это заметили. Ну да. Последнее мое выступление на митингах было 14 февраля, за 10 дней до начала специальной военной операции России против украинцев. За 10 дней я выступил на митинге и предложил следующее. Не только Майя Санду виновата в повышении цен на энергоносители, на российские энергии. Не только Майя Санду, но и Путин вместе с ней одинаково виноваты. Так как без договоренности Майя Санду с Путиным не были бы так резко повышены цены. Поэтому я предложил тогда на митинге, обратите внимание, выйти с ходатайством к Народному собранию Гагаузии, чтобы они приняли решение обратиться в парламент Молдовы о выходе Молдовы из СНГ. Если вы помните, что тогда случилось? Сразу замяли это дело. И Народное собрание не стало обсуждать мои заявления. И примария Камрата, я подал и примария Камрата в связи с тем, что город Камрат назначен культурной столицей СНГ 2023 года, и я предложил советникам обсудить этот вопрос. Стоит ли городу Камрата все-таки принять этот статус культурной столицы 2023 года с такими драконовскими ценами? И примария Камрата точно так же отклонила мое заявление. Но так как через 10 дней началась война, я не стал настаивать на рассмотрении моих заявлений. Это было бы слишком, с моей стороны, может быть, даже неделикатно. Хорошо, вот в заключение вот этот вопрос. У вас не возникает ощущения дежавю, вот эти вот иногда звучат, такие призывы, что можем там отделиться, можем повторить и так далее. Вы как к этому относитесь? Я отношусь к этому абсолютно нормально, так как эти призывы звучат от отдельно взятых граждан. Все мы, как вы сказали, цена свободы. Нам то имеет право оскорблять гагаузов и приднестровцев, а отдельно гагаузы имеют право говорить такие призывы у микрофона на митингах. Здесь я не вижу ничего крамольного. Но, в общем-то, позиция Гагаузии, как вам известно, очень сдержанная, если взять официальную позицию Башкана, исполкома и Народного собрания Гагаузии. Таких призывов вы, я думаю, не слышали и вряд ли услышите. Хорошо, с вашей точки зрения, за этими протестами стоят тут руководство Гагаузии? Никто. Эти протесты точно так же, как и мы в 89-90 году, начинали абсолютно сами. Тогда райком партии, так сказать, был у руля. И мы все свои митинги проводили против райком партии, против местного райкома партии. Для чего? Для того, чтобы склонить райком партии к тем призывам, которые мы требовали на митингах. И что вы думаете? Спустя полгода райком партии полностью стал в наши ряды, и вместе с нами стали добиваться независимой Гагаузской республики. Хорошо, но эти же протесты сейчас не против исполкома Народного собрания. Трудно сказать, против, не против, по крайней мере, никто не выходит из официальных властей. Случайно попалась Башкан, и случайно пригласила к себе, и, как нам известно, безрезультатно они о чем-то несколько часов говорили. Хорошо, поскольку у вас есть опыт организации протестов, вы видите будущее этих протестов, чем они могут быть? Конечно. Период наступления Голодомора, о котором говорят все средства массовой информации, в том числе и ваши средства массовой информации, тем более, я считаю, что это... Голодомора какого, извините? Голодомора, о котором говорят о том, что если из Украины не позволят вывести зерно, то во всем мире наступит голодомор. Вы же писали вот. Нет, мы этого не писали. Как не писали? Вы перепечатывали официальную пропаганду Лондона. Это не наше заявление, это мы даем позицию всех. Смотрите, Карл Маркс 150 лет тому назад в своей книге «Капитал» написал очень интересную
лозунг. Одну минуточку. Ну так, на память его скажите, просто Да. нет времени. Призрак бродит по Европе, да? Призрак коммунизма. Что сказал его наследник, притом прямой наследник, Клаус Шваб? Мгм. В 2030 году у вас ничего не будет из собственности, но вы все будете счастливы и радостны. То есть коммунизм возвращается, но во всем мире, по всему миру. Поэтому была введена вот эта шизопандемия в 2020 году, которую вы тоже рекламировали. Поэтому не началась рекламировали её, война господин. на Украине. Именно поэтому началась война. Поэтому сейчас нам угрожают голодомором. Именно поэтому нам Ну, угрожают нам голодомор голодомором. никто не угрожает, господин Добров. Возвращаясь к нашей теме. Гагаузия достигла, к чему она, как вы видите, будущее Гагаузии? Даже не 50 на 50, а 70 на 30. 70% достигло. Окей. Господин Добров, благодарим вас за участие в сегодняшней передаче. Ждем вас еще для обсуждения тем, которые возникнут дальше, связанных с гагаузской автономией. Спасибо вам.